Исәнме сәдуслар! Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. И здесь мы понимаем и говорим по-татарски. Продолжаем выход видеороликов в нашем плейлисте. И сегодня рассматриваем новую тему — повелительное наклонение. Сегодня будем много приказывать другим людям. Помой, помоги, принеси, отдай и так далее. Обратите внимание, что все-таки, друзья, работа по данному плейлисту для всех начинающих, да даже и для людей, которые обладают некоторой базой татарского языка, все-таки предполагает вашу большую самостоятельную работу. Чтобы устойчиво и уверенно говорить и понимать по-татарски, требуется все же большой объем знаний и слов. И если здесь на канале мы разбираем грамматику, я объясняю, как составлять предложения, как устроен татарский язык, то подход к устной речи и непосредственно устную практику вы можете получить уже на моих индивидуальных занятиях. И я, пользуясь моментом, приглашаю вас ко мне на обучение. Индивидуальные уроки строятся в зависимости от ваш уровень владения. Если вы говорите по-татарски отлично, то мы будем с вами разговаривать на уроках, а также доступен видеокурс покупки «Татарский язык с нуля». Он включает в себя больше информации и больше комментариев относительно тем татарского языка, поэтому связь со мной относительно этих двух моментов по номеру на экране. А сегодня рассматриваем тему «Башлейбас». Начинаем. Тема звучит как «повелительное наклонение». Как я и сказала ранее, сегодня всем будем приказывать. Давайте пользоваться этой возможностью. Итак, примерные слова, которые должны у нас получиться, это «ешь», «иди», «вставай», «принеси», «возьми» и так далее. Давайте рассмотрим непосредственно само правило. Например, в слове «минбарам» «я иду» задача сказать «иди». И для этого окончание «ам» вы сокращаете. Получилось слово «бар». «Бар» значит «иди». Возможно, вы слышали такой вариант, как кто-то говорил по-татарски «бар» означает «иди». Например, «баранда» – «иди туда». «Баранда». Отлично. Слово «килем» – «я прихожу» заканчивается на окончании «м», и окончание «м» мы также сокращаем. И получилось слово «киль». «Киль» означает «приди». Я думаю, сейчас многие подтвердят о том, что они знают такое выражение «кильманда». «Кильманда» переводится «иди сюда». Да, то есть мы подзываем кого-то. «Кильманда», «кильманда». Отлично. Если слово, как, например, «минашиим», заканчивается на окончание «им», вы данное окончание меняете на букву «а», и получается «аша», что означает «ешь». Да, то есть у нас было с вами слово «ашим», и окончание «им» мы заменили на букву «а», «аша». А окончание «им», четвертый вариант, вы заменяете на букву «э». И получается у нас слово «эшле», означает «работай». Итак, еще раз. «Ам» или «м» в окончаниях вы просто сокращаете, убираете их. А если слово закончилось на «им», меняете его на букву «а», то есть данное окончание. А если слово закончилось на окончании «им», как здесь, то вы его меняете на вот такую вот букву «э». Давайте рассмотрим некоторые другие примеры. Новые 4 слова. Минторам, мингирем, минкарим, хем, минсейлим. Задача сказать «вставай», «отдай», «смотри» и «расскажи». Итак, в слове «тарам» окончание «а» мы сократили и получили хорошее слово «тар», что означает «встань», «вставай». Давайте рассмотрим второе слово. Используя нашу формулу и правила, из данных слов мы делаем повелительное наклонение путем того, что «м» мы лишь сокращаем. И получилось слово «бирь», что-то «отдай». Например, «отдай мне», «минга бирь». Отлично. «Мин карим», нашли окончание «им» и сделали из данного окончания переход в букву «а». И получается слово «кара». «Кара» означает «смотри». Например, такая фраза «манда кара», «посмотри сюда». Или, например, «анда кара», «посмотри туда». То есть, конечно, тоже необходимо знать такие общие выражения для того, чтобы чувствовать себя уверенно и понимать просьбы и слова, то есть что говорят нам другие люди по-татарски. И крайнее у нас это «сиилим», «рассказываю». Окончание «им» мы меняем на букву «э». И получается «сииля», «сииля», то есть «расскажи».
Прошу не обращать внимания на это оставшееся слово мин, потому что оно уже нам не нужно. Все слова звучат от конструкции Минтерам по нашей методике изучения слов непосредственно в их форме, когда что-то делаю я. Это наиболее простой метод, потому что часто ученики спрашивают, почему мы проходим слова именно таким образом. Потому что запоминание слов в таком случае наиболее легкое и естественное. Еще раз прочитаем все получившееся. Тор, встань, гир, отдай, кара, смотри, сөйле, расскажи. И небольшим исключением является у нас слово «оким». По правилу мы должны заменить окончание, но здесь у нас слово «учись или читай» будет звучать как «ук», просто лишь «ук». Например, читай книгу, китап наука, или там «хорошо учись», «яхшо ук». Итак, еще некоторые слова для того, чтобы мы отработали тему на практике. Из слова «я рата» люблю, скажем, люби. И это будет звучать как «я рад». «Я рад». Очень часто, когда в гости приходит эби или бабай, бабушка или дедушка, родители могут сказать ребенку «бар эбингны я рад», что означает «иди полюби бабушку». То есть вы обнимаете бабушку, здороваетесь с ней, «я рад», «люби», «полюби кого-то или что-то». Пешерям готовлю и сократили до слова пешер, что означает «приготовь». Например, ошарга пешер, приготовь поесть, приготовь еды. Мин уиным я играю. Что вы будете делать в данном случае для того, чтобы получилось слово «играй»? Все верно. Окончание «им» убираем и меняем его на букву «а». Уина. Играй. Пример жизни очень часто слышимый и знакомый многим людям. Баруйна. Иди играй. Баруйна. Отлично. Слово «ащам» открываю. Сократили до «ащ», что означает «открой». И, например, можем использовать в контексте «терезены ощ». Терезе окно, терезене, то есть «открой окно». Тему кого-то или что-то, терезене, китапне, мы будем рассматривать в дальнейших уроках. Пока держимся за простой вариант терезе ащ. Но все-таки дальше будем мы с вами это исправлять, потому что форма не полная. Я зам это пишу. Чтобы сказать «напиши», это будет звучать как «яс». Как вы скажете «пиши красиво»? Матур яс. Как вы скажете «пиши красиво в тетради», если тетрадь по-татарски это дефтер? Пожалуйста, примените тему где-то в чем-то, наподобие как в Казани. Все верно. В тетради это дефтерде, красиво это матур, и яз это пиши. Дефтерде матур яз. Комментарий под работой какого-нибудь ученика, который учится в школе. Дефтерде матур яз. Пиши красиво в тетради. И последнее у нас словосочетание, последнее слово. Мин эщем. Сделаем из него слово пей. И будет звучать как эщ. Эщ это у нас что-то пей, выпей. И, друзья, обратите все же внимание, что формы, которые мы сегодня получили, а именно все приказательные элементы, киль, оша, эшле, тор, бир, кара, силе, являются в какой-то степени чуть-чуть грубоватыми. Поэтому, если вы хотите их смягчить, то есть сказать не то чтобы пиши, яз, а все-таки пиши, напиши в обычном позитивном добром тоне, то вам на помощь приходит слово «эле». Пишется оно раздельно от слова и означает «к». Язале. Напиши-ка. Напиши что-нибудь, Язале. Напиши. Таким же образом, если вы скажете, например, маме или жене слово «пешер» – «приготовь», все-таки чувствуется элемент приказательности. Здесь нет какого-то доброго общения. Поэтому используйте слово «эле», у нас частичка, и «пешереле» – «приготовь-ка», то есть отлично подходит для бытовых просьб и более доброжелательного общения и обращения. И часто эти два слова сливаются в одно, и если мы читаем как «пешер-эле», то в устной речи может звучать как «пешереле», «пешереле». Опять-таки, думаю, многие распознают такое выражение «барале», «барале». Кажется, что написание его будет звучать и выглядеть вот так вот, но на самом деле это у нас пишется именно образом бар-эле. Бар-эле, но произнеся быстро, получается барале. Барале. И официальное слово «пожалуйста» – это слово «зинхар». Оно используется как в обычной речи, так и в каких-то
официальных источниках, документах Ленхар означает «пожалуйста». Но мы редко его используем в обычной жизни, все-таки чаще мы держимся за вот такую частичку «эли». Ссылку на текстовый документ на Яндекс.Диске с записями сегодняшнего ролика вы можете найти в комментариях. Барзгда онлышлар. Друзья, всем удачи!